На тех заучили, которые... Но большая часть заучит. Почему? Потому что сейчас в моде стало, это у всех наших народов, это стало в моде. Мы поддерживаем, мы одариваем, мы как-то, приветствуем это, но мы не понимаем еще другое, что этим самым мы портим тот путь сказительский, традиционный. Мы этим самым даем тормоз истинным сказителям. Потому что там в Министерстве культуры, там замминистра или начальник какого-то управления, он не будет искать различия, он является истинным или там искусственным. Сказывает, он профессионал, он там мастер сказительского искусства. Да, порой даже бывает так, очень часто, исполнитель, он может лучше, намного лучше исполнить, чем сам создатель, чем сам сказитель. Это артистическое такое мастерство. Может быть такое. У нас были сказители. Я видел сказителей, которые... Он просто сидит и бубнит. Ну, творите. А заучивает какой-то артист или вокалист какой-то. Этот же текст, и он исполнит на сцене на высочайшем уровне. Артистизм. Но он-то нет, сказитель. А как их отличить? А надо уметь различать. Поэтому различать должны не министры культуры, или замы, или еще там какие-то, да, чиновники, а различать должен профессионал, эксперт этого дела. И в первую очередь сказитель сам. Вот Кучана должен различать его. Определителем должен быть он. Конечно. Для того, чтобы сохранить эпос, мы идем на это. Мы идем, чтобы он заучивал этот текст. Пусть. Главное, чтобы сохранить вот эту сказительскую традицию, исполнительскую традицию, сохранить место и роль этого эпоса в обществе, в народе. Да, мы идем. Но имейте в виду, мы-то люди, мы должны осознавать. Да, мы это делаем, но мы должны понять другое, что мы должны ни в коем случае не ущемлять права и роль и место истинного сказителя. Это различие обязательно должно быть. Нельзя в общий огород всех. Нельзя. Сказитель, он должен иметь свое место. Да, свой огород. Свой участок. Желательно поле большое. Да, желательно, конечно, поле. А другая часть, он должен знать тоже свое место. Он должен знать, что он исполнитель. Если ему позволяет совесть, он должен говорить, что я исполняю вариант Кадышева. И не говорит, я являюсь Кадышевым. А тогда можно еще... Представьте, если я выйду на сцену и буду исполнять Мцири Лермонтова и говорить, что я Лермонтов. Это ни в коем случае. Понимаете? А у нас же появились такие личности, которые говорят, исполняют Мцири, декламируют Мцири и говорит, не говорит, что он Лермонтов, но он как бы Лермонтов. Можно еще один вопрос? Предположим, появится ученик и говорит, я ученик Таланталы Бакчиева и исполняю его эпос. Возможен такой вариант? Конечно. Эпос он не может быть моим или его, или кого-то. Сказать, что ваш ученик. Просто версия, вариант. 2 дня назад была ночь героического эпоса, и 6 прекрасных совершенно специалистов оценивали и профессионалов, и студентов. Вот, как вы сочетали оба эти принципа, когда вы выделили группу победителей? Я уже не рассматривал планку истинного сказителя. Я этот вариант вообще не рассматривал, потому что там были исполнители. Большое спасибо, Галатон Олегович. Очень ценная информация, да, и вот во многом, естественно, наша культура родственная, и
основах героического эпоса и в том, как передается, как дается этот дар сказителю, совершенно определенно у нас монастыри. Да. Да. И сейчас позвольте предоставить слово нашему гостю Шону Куиргу. Заслуженный артист Республики Тыва, продюсер группы «Алаш», человек совершенно удивительный, будучи американцем, заинтересовался, полюбил, погрузился в тувинскую традиционную музыкальную культуру настолько, что он стал практически тувинцем. Шон, можно у нас поснять? Да, сейчас. Здесь говорят, вообще не запутать. Не опасно. Доброе утро всем из НР. Какие это не забыли. Шуту. Да, это я тоже долго не буду. Вот, во-первых, надо, конечно, выражать вот, свое счастье за то, что вы меня пригласили участвовать в вашем мероприятии. И тем более вот, низкий поклон перед вами, сказителями, и вот мастерами, и вот студентами, перед всем вами сразу, потому что вы исполняете, вы продолжаете, вы передаваете свою традицию, свой эпос. Вы знаете, это что отличает человека, что отличает человека от живого существа, это умение рассказывать, это умение рассказывать какую-либо историю. И поэтому я сам даже для меня вот позавчера, когда у нас был ночь эпоса, да, вот ночь сказок вот, в прекрасном Аскизском районе, вот, в деревне Верхний Тör, для меня тоже было открытие, вот, настолько сильно, настолько важно вот, явление эпоса, потому что это же передача, да, вот, это не только передача традиции, не только передача нравы, это целый мир там включается в этом. Те, которые умеют передавать этот мир, это, ну, это дар, как сказал Таланталы, как сказал, это очень большой дар. И я как бы вышел только вас поздравлять и чтобы вас поддерживать в дальнейшем. Особенно вот господин Таланталы, вот, я очень рад, что я присутствовал во время вашего эпоса, потому что это, если человек сам не испытывает, что такое слушать эпос, что такое быть участником этого явления, это тогда только на уровне книги. Вы понимаете, я тувинский эпос изучал, я в колледже вот, Гомер изучал, я Virgil, не знаю, как он будет по-русски, латинский, вот, и греческий эпос я тоже изучал, и американский фольклор тоже изучал устный. У нас в Туве тоже есть традиция эпос, а на самом деле это очень быстро забывалось вот, по сравнению с вами, с хакасами, нашими братьями. Горловое пение, да, сохранилось, вот традиционное пение, традиционная музыка хорошо сохранилась. А в Туве, наоборот, эпоса сейчас нет. Вот сказительство есть, конечно, на уровне, на бытовом уровне, там, когда человек, конечно, рассказывает какую-либо историю, а именно вот в такой форме не существует. И я сегодня, вот как представитель Тувы, во-первых, скажу вам, что мы с коллегой, вот Айдаш Иванович, который перед вами исполнял, Айдаш Иванович, также вот те, которые были на нашу ночь сказительства, он исполнял в манере, которую в Туве никто не исполняет многих лет уже. И поэтому мы надеемся, что мы можем тоже начать вот с вашей помощью как бы новую волну, потому что мы вдвоем, мы узнали важность эпоса, мы узнаем, что это без этого, как быть народ, без эпоса, без сказания, без, потому что это, не знаю, это все, что надо было сказать, это я думаю, что я его только знаю 3 дня, но всегда прям в точку, вот Таланталы, насчет там, все там включено, то есть это все, что мы хотим передавать нашим детям, нашим внукам, что является наш народ, какие у нас нравы, какой у нас язык, какие у нас пения, это все там включается. И большинством я просто вот вышел вас поздравлять,
за то, что вы храните, и не только храните, а развиваете и продолжаете, потому что хранить это одно, конечно, все надо, мы должны знать чистый традиционный вид искусства, это обязательно, это первое дело, мы должны знать, как делал мастера прошлого, как делал вот дедушка, бабушка, как их дедушка, бабушка, чтобы корни не исчезли, это, конечно, важно, я думаю, что здесь, в Республике Хакасия, вы прекрасно понимаете это. Но то же самое, я опираюсь вот на слово вот, талант-талы, у каждого эпоса должен быть герой, а если ты сам не станешь героем, значит этот эпос от тебя далеко. То есть то же самое, тем же временем, когда надо соблюдать, надо знать, как исполняли мастера, как было в прошлом, как Кадышев, как Кицачаков, как они делали, да, вот, как Танчуков вот, в Туве вот, делал. То же самое человек должен сам существовать именно внутри этого эпоса, и он должен сам добавлять тоже свое в этом эпосе. Иначе традиция не живая, а мертвая. А я думаю, что в нас интерес это все живую традицию, потому что если эта традиция тоже храняется там в каком-то ящике, который мы только можем открывать ключом, и там воздуха нету, там ничего нету, и храняется очень хорошо в музее, но все-таки это нам недоступен. Это не традиция, это уже вещь, вещь музея, на который мы смотрим 5-10 минут, потом выходим и все, вот жизнь продолжается. Это я знаю, что вы прекрасно понимаете, что традиция мы не должны относиться таким образом, потому что традиция должна быть с нами всегда, должен существовать в наших сердцах, и поэтому вот я видел вот, в ночь сказания, вы носите с собой как свой чатан, как свой Тимир-Помус, это всегда должен быть здесь рядом, и всегда должен быть часть меня, то есть, и поэтому насчет этого я только скажу, приезжайте чаще к нам, в Туву, научите нас, тоже будем, не знаю, будем совместно рассказывать, потому что сейчас в Туве обычно у нас позиция другая, вот с точки зрения вот, Республики Тувы, вы все прекрасно знаете, что там традиция горлового пения очень хорошо сохранилась, язык очень хорошо сохранилась, а у Тувы обычно есть другая позиция, так вы приезжайте к нам, учитесь, а я сейчас вот вперед вот, то есть во имя вот, своих земляков тоже, я вас прошу, вот, приезжайте, нас учите, пожалуйста, не только как исполнять, да, исполнение это одно, а как жить, как быть совместно вот с этим сказанием, потому что это же важно, это важно, что это с нами всегда был. Насчет техники, насчет пения, я вам ничего не могу сказать, тут сидят великие мастера, великие музыканты, я только могу просить, что давайте передавайте тоже, как бы передавайте нам, чтобы этот эпос тоже опять там развивался в Туве, и я, конечно, передаю вот тоже свои мнения вот вашего мероприятия. И в конце только хочу сказать, как сказать, у меня, конечно, русский не первый язык, тувинский тоже это хожокня. И я хочу сказать, что Хакасия, Тува, вот, мы шутили даже в машине, да, вот Алтай-Саян, республика, было бы хорошо, там, вот братственный народ, там, Кыргызстан, Казахстан, это друг друга понимаем, там, когда речь простая. Представьте, там в машине сидят 4 человека, один хакас, один алтай, один кыргыз, один, тувинец американского происхождения. А все 4 вот на своем разговаривают, и мы все друг друга понимаем. Это не только потому, что слова, конечно, схожие, это потому, что традиция, она корни одни, и поэтому, я не знаю, иногда бывает, люди там, это мой, это твой, это наш, это ваш, я
наоборот, я поддерживаю братство наше, особенно вот в Хакасии, вот долгими годами мы живем и помогаем. А вы меня извините, но я 17 лет живу в Туве, и только что вот в этих днях открылись мои глаза насчет хакасской культуры, чем она отличается, чем она похожа, и настолько она важна. И это очень трогательно, и поэтому и особенно вот Слава, Сергей, вот Людмила, вот учители, вот перед вами низкий, Тоня, тоже низкий поклон перед вами носителями. Так держитесь, так переживайте свою культуру, так гордитесь. И я со стороны Тувы, со стороны Мерков скажу, что мы всегда рядом с вами будем друг у друга учиться. У вас насчет голового пения еще мастер-классы нужны. Кстати, приезжайте. Мы все прекрасно знаем, это хорошо. Мы делимся, как бы, вот, потому что, не знаю, никакого национализма, никакого этого вот с этой стороны. Вы понимаете, что я представитель вот очень большого народа. Я представитель, ну, во-первых, вот, моей родины Америки, хоть я там 17 лет не живу, а американцы везде, их много, 30 миллионов там, и все по-английски разговаривают. Когда я сижу в юрте, да, вот, в холодный тур, и там вокруг портреты сказителей, вот Чичаков сидит, Кадышев сидит, на нас смотрит. И я сижу среди вас, вы великие носители своей культуры. Я только узнал важность традиции, культуры. Даже в Туве я работаю 17 лет в сфере культуры, и мы всегда разговариваем, мы всегда говорим, насколько важна традиция, насколько важна культура. Но ощущать именно вот прямо вот душой ощущать это другое. Вы люди очень сильные, и я только тогда ощущал, когда я находился именно на этой земле, откуда много хаджиев, откуда вот именно душа от хакасского народа, только тогда ощущал, насколько это важна наша миссия, насколько это важна вот наша работа. И поэтому студентам обращаюсь, вы, конечно, ну, еще раз опираясь на слова Талмады, вы не только переживайте, а вы тоже будете вот каждый день носить с собой в сердце эпос и переживайте, учитесь, хорошенько учитесь. Я видел, там у вас очень хорошее начало. Это я могу сравнить вот господин Печенов вот с нашим Гомбролом. Он даром, он, который целое поколение тоже научил, тоже он такой, ну, Чаков и Печенов вдвоем сидят там, ничего не говорят, молчат, но они там великие люди, великий башкир, муалам, учитель, и поэтому вы сами тоже своим детям, там, ну, так, не заставляйте, но рассказывайте, чтобы всегда было впереди. Я очень надеюсь, что через 20 лет еще раз у нас, ну, я надеюсь, что вот это мероприятие будет каждый год, мне так понравилось, через 20 лет увидимся в большом зале, и еще будет много вот ваших, вот видишь, Алисия там, вот молодой там, с голосом хорошим, там у тебя вообще лайк, чтобы у вас через 20 лет, у Тони там 20-30 через год каждый. Поэтому продолжайте. Большое поздравление в Республике Тува и тоже из Америки. Если есть вопросы, конечно, я рад отвечать, но спасибо за приглашение. Сейчас, да, большое спасибо нашим гостям. А сейчас, да, нужно вам предоставить возможность побывать на